В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Село Бердигистях в Якутии намерены полностью подключить к газу до конца 2023 года. В Москве отметили столетие якутского комсомола. Республика присоединилась к федеральному проекту «Стань чемпионом». Система тестирования определяет предрасположенность ребенка к различным видам спорта. В селе Бердигистях Горного района началось подключение жителей к сетям газоснабжения. На сегодняшний день уже подключено 12 домохозяйств. Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике наладили оборудование и систему автоматического управления первого в селе газораспределительного пункта. Показатели будут автоматически отображаться в Центральном диспетчерском управлении газотранспортной системы, что позволит оперативно реагировать на любые отклонения от нормы. Построенный газопровод высокого давления охватывает все районы Бердигистяха, поэтому все жители села будут иметь возможность подключения к газоснабжению. В важном мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. До конца года должен быть сделан проектно-сметная документация дальнейшей газификации жилого сектора Бердигистяха. И мы надеемся, что в 2023 году при получении федерального финансирования все эти работы будут продолжены и Бердигистях у нас будет полностью газифицирован. В целом хочу сказать, что в Бердигистяхе в этом году будут игроманчары, и в преддверии них поселок преображается, строятся многие новые, хорошие, красивые объекты, строятся, реконструируются дороги, появляется общественное пространство. В целом Бердигистях становится, на мой взгляд, одним из красивейших районных центров нашей Якутии. В Желенде Оленёкского района впервые после 19-летнего перерыва прошел праздник оленеводов. В нем в рамках рабочего визита приняли участие премьер Якутии Андрей Тарасенко и вице-премьер Михаил Никифоров. Они вручили представителям оленеводческих хозяйств награды от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства республики. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких производственных показателей в отрасли оленеводства награды получили оленеводы МУП «Жилинский» и оленеводческой бригады номер 2 МУП «Оленёкский». Также в ходе праздника состоялся парад представителей оленеводческих хозяйств, предприятий и учреждений наслега, выступления творческих коллективов и традиционные гонки на оленьих упряжках. Там же в Желенде открыли новый современный детский сад «Тугучан». Строительство социального объекта стало возможным благодаря участию республики в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В одноэтажном здании площадью около 900 квадратных метров разместились группы с игровыми и спальнями, пищеблок, методические и медицинские кабинеты. На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, детские игровые и спортивные комплексы. Второй день продолжаются досрочные выборы главы Якутска. Всего 118 участков принимают избирателей. Также можно проголосовать в 4 временных точках в социальных учреждениях. Наша съемочная группа сегодня побывала в 3 участках, которые развернуты во Дворце детства, в 31-й школе и на Сергеляхском шоссе 12. Как сообщили общественные наблюдатели и председатели комиссии, грубых нарушений нет. Во всех 3 участках явка высокая. Отмечу, что во всех избирательных точках санитарные нормы соблюдаются, у входа меряют температуру, выдают маски и перчатки. Вот это вторые выборы во время пандемии, так? Мы же еще ходили-то на выборы недавно конституционные, вот это всероссийские выборы. То же самое было вот во время пандемии, тогда такая же вот картина была, и она уже как бы уже избирательные участки уже к этому поднаторели, я смотрю, да, и все четко отрабатывается. Я считаю, что никаких угроз для здоровья я не вижу. Ну, есть такое выражение в штатном режиме, да? Полностью спокойно, вот и все вот эти нормативы медицинские, они соблюдаются. Чтобы скандалов каких-то грубых отношений я не вижу. Там ступенечка есть, все кричат: ой, осторожненько, там это помогает людям. Все вот, медицинские вот маски, лежат перчатки, на входе измеряются. Довольно-таки очень культурно.
26 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. На Якутск приходится 15 случаев, по 2 инфицированных в Вилюйском, Горном, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. А в Мегино-Кангаласском районе выявлен 1 случай. За сутки лаборатории республики провели 1738 исследований. К другим темам. Столетие якутского комсомола отметили в Москве. Ветераны молодежного союза, живущие в столице, собрались в честь юбилея. Комсомольцы долгие годы принимали активное участие в развитии Якутии, строительство железной дороги, алмазодобывающей угольной промышленности, научные экспедиции и творческие успехи республики не обошлись без участия активистов в ЛКСМ. О торжествах расскажет Максим Кардозу. Этот памятник первым комсомольцам в Москве появился в 1972 году. И в советское время здесь, конечно же, торжественно принимали в комсомол. Кстати, нашим землякам этот памятник очень хорошо знаком. Точно такой же находится в Якутске, напротив входа в парк культуры и отдыха. Правда, у якутского постамент будет побольше. И некоторые историки утверждают, что в нашей республике такой памятник появился даже раньше, чем в столице. Сегодня у памятника собрались якутяне, чтобы вспомнить свою комсомольскую молодость. В Москве проживает больше 500 наших земляков, которые состояли в рядах ВЛКСМ. В советский период комсомольцы внесли огромный вклад в развитие республики. Ни одно масштабное начинание без них не обходилось. На всех этапах истории, этой столетней истории, комсомольцы всегда были на передовой. Они строили Южно-Якутский территориальный производственный комплекс, первый уголь, железные дороги, авиация, депутатский ГОК, естественно, алмазы, золото. Более 10 тысяч комсомольцев воевали, участвовали в Великой Отечественной войне. Это почти каждый шестой. Александр Бондарь, герой социалистического труда, настоящий ветеран БАМа. Еще с первыми десантами он отправился на Дальний Восток, на грандиозную всесоюзную стройку. И железной дороге он посвятил всю жизнь. Мы ехали первым отрядом в 1974 году. Так вся страна провожала. Девочки нам цветы дарили, как фронтовикам. Плакали, вы ж куда едете и так далее, и так далее. Вся страна смотрела. 20 лет он прожил в Якутии и гордится тем, что сделал все для появления Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. 11 ноября, мы уложили золотое звено в 2011 году во главе с президентом в то время Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Так что в этом году, будет празднование десятилетия укладки золотого звена на правом берегу Лены. Торжественное возложение цветов состоялось и у захоронения Раисы Цугель-Амосовой, первого секретаря Якутского губернского комитета комсомола. Она стояла у истоков движения в республике. Но на этом юбилейные мероприятия не ограничатся. Основные торжества в столице, посвященные столетию якутского комсомола, пройдут летом во время традиционного празднования Исэха в Москве. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Футбол или баскетбол, легкая или тяжелая атлетика, спортивные танцы или борьба. В какую же спортивную секцию записать ребенка, как сформировать привычку тренироваться и не отбить желание заниматься спортом и, возможно, вырастить чемпиона. Теперь в этом вопросе родителям помогает федеральный проект «Стань чемпионом», поддержанный алмазной компанией «Алроса». В этом году Якутия присоединяется к федеральному проекту «Стань чемпионом», в рамках которого проводится тестирование детей на определение их способностей к занятию тем или иным видом спорта. В республике проект реализуется под патронатом президента Федерации по художественной гимнастике и Союза танцевального спорта Республики Саха-Якутия Людмилы Николаевой при поддержке Минспорта Республики и алмазной компании «Алроса». Мне кажется, что это очень хороший помощник и для родителей, и для тренеров. Подобрать таких детей, которые могут дать максимально возможные результаты в том или ином виде спорта. И поэтому я очень надеюсь, что и с помощью этого комплекса мы еще увидим наших новых чемпионов, чемпионов республики, чемпионов России. И, конечно же, мы мечтаем об олимпийской медали. Сегодня такие центры тестирования функционируют в 12 регионах страны. А теперь в Якутии. Участники проекта проходят тестирование, результаты которого определяют предрасположенность человека к тем или иным видам спорта, а также дают оценку его физического состояния. Программно-аппаратный комплекс «Стань чемпионом» проводит 4 этапа тестирования.
То есть ребенок приходит, индивидуально специалист с ним занимается в течение часа, снимается порядка 150 показателей, проводится антропометрическое измерение, функциональная диагностика, психофизиологическое исследование и спортивное тестирование. На основе этих всех данных автоматически алгоритм выдает заключение с рекомендуемыми видами спорта, а также по всем основным показателям родитель видит тесты ребенка. Для того, чтобы пройти тестирование, необходимо предварительно записаться, заполнив заявку на сайте проекта sportchampions.ru. Там также подробно расписано, как подготовиться к тестированию и что необходимо взять с собой. Тестирование в Якутске будет проводиться по 3 адресам. Это спортивный комплекс «Триумф», Республиканское училище Олимпийского резерва и Союз танцевального спорта республики по адресу Кулаковского, 28. Проверить своих детей может каждый, причем абсолютно бесплатно. Василий Радченко, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Сегодня в Якутске стартовал первый молодежный фестиваль «Мус-Устар». На одной из площадок проекта находится наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, приветствую. Расскажи, как проходит фестиваль, на каких мастер-классах ты побывала и у кого из хедлайнеров удалось взять интервью? Приветствую, Кристина. Сейчас я нахожусь в спортивном комплексе «Триумф» в центре спортивной подготовки. Мы сейчас находимся как раз вот перед сценой. Пока что здесь проходит награждение участников фестиваля по различным конкурсным программам. Самое интересное — это, конечно же, выступление Элвана, танцевальных групп, каких-то исполнителей. Оно наступит вот с минуты на минуту, где-то после 6 часов вечера. Ну а мы пока покажем вам, что же проходит в самом «Триумфе», вообще в чем вся суть фестиваля «Мус-Устар». Как я уже сказала, все самое интересное проходит именно здесь. Вообще всего было организовано около 7 площадок фестиваля, более 7 треков, то есть различных тематик, различных мастер-классов фестиваля. Это и кинопроизводство, и журналистика, и блогинг. Здесь можно увидеть на... Локация киберспорта. Здесь проходит маленький мини-турнир, как нам сообщили. Участвовать здесь может любой желающий, абсолютно каждый желающий, в принципе, как и во всех остальных площадках. По сообщению организаторов, сегодня здесь собралось около 2000 гостей, участников фестиваля. Но ожидается прибытие еще тех, кто смотрел мастер-класс Алины Загитовой. Подробности вы увидите чуть позже в наших вечерних новостях и завтра в программе «День за днем» Якутия-24. Кристина. Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.